Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. В прошедший четверг, 1 сентября, в Абхазии шумно и ярко отпраздновали начало нового учебного года. Во всех средних, специальных и высших учебных заведениях страны на торжественных линейках чествовали педагогов и учащихся. В День знаний порог школы впервые в своей жизни переступили более 2500 первоклашек. О том, что нового принесет этот учебный год школьникам и учителям, что изменится в системе образования страны, мы обсудим с нашим гостем в студии сразу после обзора наиболее интересных событий уходящей недели. Ирина Аршба продолжит выпуск. Указом президента Рауля Хаджиева председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации назначен Вахтанг Пипия. Председателем Государственного комитета по молодежной политике назначен Алиас Авицба. Председателем Государственного комитета по физической культуре и спорту назначен Баграт Хутаба. «Свет внутри тебя. Обретение благодатного огня». Презентация документального фильма под таким названием состоялась 30 августа в Музее боевой славы в Сухуми. В основу фильма легли материалы, отснятые журналистом Мананой Кокоскер о поездке паломников из Абхазии в Иерусалим за благодатным огнем. Это фильм размышления о роли божественного в нашей жизни, отразил те чувства и эмоции, которые испытывали паломники на фоне главного собора Гроба Господня. Помогли создать картину духовно-нравственный фонд святого апостола Симона Канонита и святого великомученика Евстафия Апсильского и телестудия «Медиа Аспект». Президент Абхазии Рауль Хаджимба прибыл с рабочим визитом в Республику Карачаево-Черкесия. Делегацию из Абхазии встретил временно исполняющий обязанности главы Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов. А затем состоялись официальные встречи Рауля Хаджимба с Рашидом Темрезовым, добровольцами Отечественной войны народа Абхазии, а также членами Ассоциации абазинских общественных объединений «Абсадгил». На встречах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между республиками. В этот же день президент Абхазии Рауль Хаджимба и временно исполняющий обязанности главы Республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов торжественно открыли памятник добровольцам, на котором выгравированы имена 13 уроженцев Качер, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Добровольцы ни у кого не спрашивали разрешения, действовали без оглядки на сложности и риски. Они были искренне движимы единственной целью – отстоять вместе с абхазским народом право на жизнь и государственность. Сложно передать те чувства, которые мы испытывали в августе 1992 года, когда поступила информация, что нам на помощь идут наши братья из Северного Кавказа. Осознание того, что мы не одни, что наши братья с нами, вмиг сделало нас сильнее и непобедимее. На этой неделе делегация Абхазии во главе с вице-президентом Виталием Гаабне принимала участие в праздновании Дня образования Нагорно-Карабахской республике. В рамках визита у вице-президента состоялся ряд рабочих встреч по вопросам сотрудничества Абхазии и Нагорного Карабаха. В состав абхазской делегации вошли также вице-спикер Народного собрания Вагаршек Касян, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Кантания. 31 сентября в пресс-центре «Спутник» Абхазия прошла пресс-конференция министра образования и науки страны Адгура Кокоба и начальника управления образования столицы Людмилы Адлиба. Адгур Кокоба сообщил, что в этом году в школах страны обучается 26 611 детей. Для них открыто 156 школ. Обучением детей занимаются 3700 преподавателей. 1 сентября начался новый учебный год во всех средних, специальных и высших учебных заведениях страны. 3500 детей пошли в 36 государственных детские дошкольные учреждения. 156 школ открыли свои двери для учащихся. В новом учебном году в первый класс пошли 2700 детей, из них 1188 в абхазские классы, 1351 в русские, 158 в армянские. Всего в школах обучается более 26 500 учащихся. Премьер-министр Беслан Барцыц и министр образования Адгур Кокоба посетили Абхазский государственный лицей-интернат имени Дзидзария и поздравили учеников и учителей с Днем знаний. Вместе с тем, как отметил глава правительства, сегодня в школах остаются нерешенные вопросы. В частности, в лицее-интернате последний раз капитальный ремонт проводился около 10 лет назад. Сейчас кое-что уже вышло из строя, но премьер заверил, что правительство найдет средства для устранения проблем. По словам Барцыц, в соответствии с инвестпрограммой на 2015-2017 годы в некоторых школах будет проведен капитальный ремонт, а ряд других реконструирован. 1 сентября делегация Республики Абхазия во главе с президентом Раулем Хаджимба приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 95-летию государственности Кабардино-Балкарской республики. Рауль Хаджимба возложил цветы к памятнику добровольцам, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия, установленным на площади Абхазии в Нальчике. Затем в администрации главы КБР прошла двусторонняя встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и главы Кабардино-Балкарской республики Юрия Кокова. Они обсудили различные аспекты двусторонних отношений между республиками. Рауль Хаджимба поблагодарил Юрия Кокова за
приглашение и еще раз подтвердил курс руководства Республики Абхазия, направленный на укрепление братских связей с республиками Северного Кавказа. 1 сентября Дом-музей Дмитрия Гулия пополнился новыми экспонатами. Дочь известного абхазского писателя Георгия Гулия и внучка Дмитрия Гулия Татьяна передала литературно-мемориальному музею семейные реликвии, связанные с ее отцом. Это рукопись исторического рассказа «Такая маленькая-маленькая смерть», рукопись речи писателя к столетию Дмитрия Гулия, посмертная маска Георгия Гулия и картина, написанная им в 1933 году. Коллекцию Дома-музея пополнил также портрет родного брата Георгия Гулия Владимира, погибшего в 1943 году во Франции в лагере для военнопленных. 2 сентября известному абхазскому ученому и общественному деятелю Тамаре Шакрыл исполнилось бы 90 лет. Тамара Шакрыл – известный абхазский языковед, доктор филологических наук, профессор. Тамара Шакрыл была активным членом национально-освободительного движения абхазского народа. В 1952 году она написала открытое письмо Сталину, в котором осуждала его политику в Абхазии. 12 ноября 2004 года во время массовых волнений, связанных с президентской выборной кампанией в Абхазии, Тамара Шакрыл была смертельно ранена. Указом Владислава Арзенба она посмертно удостоена звания Героя Абхазии. 2 сентября в Сухуме прошли мероприятия, посвященные 90-летию Тамары Платоновны. В их числе юбилейная конференция, а также памятные мероприятия на могиле Тамары Шакрыл в ее родном селе Лохна. В Абхазском институте гуманитарных исследований состоялся вечер памяти Тамары Шакрыл. 2 сентября делегация Республики Абхазия во главе с вице-президентом Виталием Габне приняла участие в праздновании 25-й годовщины со дня образования Нагорно-Карабахской республики. Праздничное шествие завершилось возложением цветов и венков к мемориальному комплексу в столице Нагорного Карабаха, воздвигнутого в честь погибших за независимость Нагорно-Карабахской республики. Президент Нагорного Карабаха Баку Саакян выразил благодарность руководителю абхазской делегации и вице-президенту Республики Абхазия Виталию Габне за участие в празднике и отметил стремление к дальнейшему сотрудничеству. Выполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Олег Аршба, направлявшийся по приглашению руководства Приднестровской Молдавской Республики на празднование 26-летия ПМР, был задержан в аэропорту Кишинева пограничной полиции Республики Молдова, а затем депортирован. В связи с этим 2 сентября Министерство иностранных дел Абхазии распространило заявление, в котором выразило решительный протест молдавской стороне. МИД Абхазии призвал международное сообщество дать объективную оценку поведению молдавской стороны с тем, чтобы впредь подобные недопустимые действия не повторялись. Это были наиболее значимые события недели, а сейчас к главной теме нашей программы. 1 сентября начался новый учебный год. 156 школ открыли свои двери для учащихся. Около 2500 детей в Абхазии пошли в 1 класс. Каковы основные проблемы нынешней системы образования в нашей стране? Будет ли меняться учебный процесс? И что еще нового принесет этот учебный год учителям, школьникам и их родителям? Мы обсудим с нашим гостем, заместителем министра образования Абхазии Медеей Чингелия. Здравствуйте, Медея Ивановна. Здравствуйте. Медея Ивановна, недавно был 1 сентября. Это такой яркий, шумный праздник, День знаний, который отмечает весь народ традиционно. Я хочу, чтобы мы с вами вспомнили этот день и посмотрели сюжет о 1 сентября, который прошел во 2-й Сухумской городской нашей школе. Будьте добры. Для 155 первоклашек в 146-й раз распахнулись двери столичной 2-й средней школы. Торжественная линейка с счастливой улыбки детей и родителей. Чтение стихотворений, песни и танцы. Все это неотъемлемая часть школьного праздника. И даже слезы от избытка чувств. Принимает частная школа. За долгие годы работы у школы сложились свои традиции. Среди родителей первоклашек есть и те, чьи прадедушки и прабабушки учились здесь. В этом году учеников принимают как молодые, так и опытные учителя. К примеру, Тамара Кугони проработала в школе 51 год. Владислав Таня – один из ее нынешних учеников. Имя у мальчика достаточно редкое сегодня. Его назвали в честь первого президента Владислава Арзенба. У нас он родился 1 марта. 4 марта нужно было уже свидетельство о рождении выписывать. И одним словом, утром уже все узнали, что вот наш первый президент Владислав Григорьевич скончался в Москве.
Я, конечно, полдня даже и не звонила, и ничего не спрашивала. Когда я уже как-то решилась позвонить, взял ли свидетельство, я говорю, ну что, он говорит, как решил, так и будет. Вот, его вот именно 4-го в день, когда Владислав Григорьевич умер, его Владиславом назвали. Через 11 лет нынешние первоклассники покинут стены родной школы достойными гражданами своей страны и принесут ей славу. Во всяком случае, именно это пожелала им директор Ирина Повискер. Я хочу пожелать всем ребятам отличной учебы, ну, конечно, отличного здоровья, чтобы вы нас только радовали своими пятерками. И я сейчас смотрю, что среди родителей стоят лица наших выпускников, которым хочется сказать, почему ты стоишь не на своем месте, встань в свой класс. Мы очень рады, что уже не первое поколение наших выпускников, среди наших первоклассников есть дети, которых прадедушка и прабабушка учились в нашей школе. Так что добро пожаловать в нашу большую дружную семью. Первый осенний день природа радует не только золотыми листьями, но и первым звонком. Ведь именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и длинная и порой непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь предстоит преодолеть первоклассникам, и поэтому необходимо запастись терпением и детям, и взрослым. Первое сентября – это не просто начало учебного года, это начало нового этапа в жизни детей, которые стали первоклассниками. Перед ними открывается огромный мир знаний, мир удивительных возможностей. Сегодня вас ждут светлые школьные классы, ваша первая учительница, ваши новые школьные друзья, которые в ближайшей перспективе, возможно, станут вашими друзьями на всю вашу долгую жизнь. Школьные годы – это замечательная, незабываемая пора для каждого человека. Наверное, каждый из нас с теплотой и благодарностью вспоминает эти годы. После окончания школьной линейки первоклашек повели знакомиться со школой. Преподаватель 1 Б класса Оксана Матвийцева работает в школе уже 10-й год. В этом году в ее классе 40 детей. Это, конечно, много, но педагог знает не только, как завладеть вниманием ребенка, но и как его раскрепостить. Будем хорошо учиться? Да! Молодцы! Я желаю детям усердия, чтобы они хорошо учились, дружили. Родителям я хочу пожелать терпения, потому что это немаловажно, особенно в начальной школе. Это приходится много стараться и всего-всего самого наилучшего. Высоко в небо взлетели разноцветные шары, символизируя новый этап в жизни детей. Но ребятишки, внимательно наблюдая за ними, пока это мало осознают. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Вот такой сюжет мы с вами посмотрели о второй школе, о том, как там проходила линейка. Понятно, что это показательная школа с большой историей в нашей столице. И все-таки, как обстоят дела в других школах? Также ли обстоят дела с педагогическим коллективом? Чего не хватает? Какие проблемы? Начался новый учебный год. Можно сказать, начинается новая жизнь для наших учителей, родителей и учащихся. И каждый родитель, конечно, мечтает, чтобы его дети учились в современной, красивой школе. Школа, которая дает прочные знания. Система Министерства образования Республики нашей представляет 156 общеобразовательных государственных школ, плюс 2 частные школы, дошкольные образовательные учреждения, их 35, колледжи, 6 государственных колледжей и 2 негосударственные колледжи. На сегодня в ней обучаются более 26 600 учащихся. Но эта цифра колеблется пока эти дни. Вот. А в дошкольных учреждениях воспитываются
более 4000 наших детей. Как Министерство образования старается снивелировать разницу, допустим, в материальном обеспечении, в обеспечении кадрами в разных школах, в разных регионах нашей республики? Вот какая работа проводится? Ну, конечно, проблема с кадрами у нас в республике существует. Это имеет место быть. Проблема у нас по таким предметам, как физика, математика, биология, химия. Но в городе такой проблемы уже нет. Город обеспечен уже кадрами, все они с высшим образованием, учителя, они совершенствуются. Проблема эта остается у нас в сельской местности. Но мы решаем этот вопрос совместно с Абхазским государственным университетом, так как это единственный вуз в Абхазии, который нам дает педагогические кадры. Проблем очень много, вот в этом вопросе много субъективных и объективных причин, вот, связанных с этими вопросами, но это даже одной передачи, наверное, недостаточно, чтобы обсудить эти вопросы. А Минобразование отслеживает поступление студентов по профильным специальностям, допустим, отслеживает ли лучших студентов, пытается ли их привлечь, или это как бы идет так вот, знаете, спонтанно? Нет, спонтанно этот вопрос не идет. Мы этот вопрос держим на контроле. Конечно, мы отслеживаем наших лучших студентов, предлагаем им работать в школе. Также старается со стороны университета проводится определенная работа. Но последние 2 года мы наблюдаем, что тенденция идет к увеличению. Люди как-то, учителя, стараются, выпускники, идти уже в школы. Но это недостаточно, чтобы решить все эти проблемы. Нужно, видно, время, чтобы поэтапно решать, чтобы этот вопрос уже как бы был отслежен. Вот физика, химия, вы говорите, там всякие естественные науки. Насколько они популярны вот у нынешней молодежи с тем, чтобы они как-то вот связали жизнь с этими предметами и стали еще и преподавателями? Вы понимаете, эти предметы как раз-таки популярны на сегодня. Информатика, физика, химия. Сегодня вообще вся технология новая держится на информатике, да, вот можно сказать, азы начинаются от информатики. Но это сложные предметы. И, конечно, не все дети могут осваивать эти предметы. Проблемы преподавания существуют и в школах. Естественно, это все наслаивается. И сложно, конечно, уже выбрать такие специальности, как физик, химик, математик. Но у нас есть хорошие студенты. И мы надеемся на них, что они вернутся в школы и будут преподавать в школах. Скажите, программа обучения в разных школах у нас по республике, в государственных школах, она повсюду одинаковая, везде одинаковая? На основе учебных планов наших школ положен базисный учебный план российских школ, но с учетом национальных компонентов. Да, в общеобразовательных школах у нас одинаковый учебный план по всей республике. То есть одинаковая нагрузка, да, одинаковая нагрузка, требования. Одинаковые требования в общеобразовательных школах. Мы затронули в начале тему переполненности классов. Как можно решить эту проблему? И почему идет поток в одни и те же школы? Да, некоторые школы городские у нас переполнены. Это имеет место быть. Это 10-я школа, 2-я школа, 4-я школа. 6-я школа тоже уже хорошо наполняется. 1100 учащихся, согласитесь, и это уже большой коллектив. Это 2000 с лишним родителей. Это плюс педколлектив. Управлять такой школой сегодня очень сложно. 2-я школа в 2 смены занимается. Вы представьте сегодня педагога, который зашел в 9 часов на урок и вышел в 7 часов вечера. Мы все с вами люди, и мы понимаем, что это большая нагрузка сегодня для нашего учителя и для учеников. 40 детей, как показал наш сюжет, в 1 классе. По медицинским нормам это противопоказано. В 1 классе 30-35 минут уроки проходят, и 1 минута не достается на одного ученика. Какой должен быть сегодня виртуоз-учитель, чтобы дать прочные знания современному нашему ученику? Но почему так происходит? Это зависит от
знаете, от имиджа школы. Каждый хочет как-то попасть в свою школу, вот он заканчивал эту школу. Вот эти моменты у нас на сегодня существуют. Но мы стараемся как-то лавировать эти моменты, чтобы детей принимали по районам, по своим районам. И так вот разгружать вот эти школы. Но не секрет, что нам надо строить новые школы, строить и ремонтировать дошкольные образовательные учреждения. Вот у нас существует стартовая диагностика первоклассников вот за последние 5 лет. Это 2300, 400, 2500, 700, 800 уже. Количество-то растет, это отрадно, конечно, но за этим стоит большой труд государства, Министерства образования. Мы должны строить новые школы. Проводится, конечно, определенная работа, запланированная в 2017 году и строительство школ, и ремонты капитальные. В этом году вот проводятся частичные ремонты у нас. Вот проводим мы частично такой текущий ремонт в первой средней школе. Вот, а так вот ремонты, такие вот мелкие ремонты проводились на местах. И все эти школы, конечно, находятся на контроле, но это требуется время для ремонта, а жизнь требует быстрые моменты. Мы должны вот все это учесть и вот обучать-то детей сегодня надо. Вот. Но эти все, конечно, все школы на контроле, те, которые... У нас на сегодня 50 аварийных школ, но все не будут ремонтироваться, естественно. Заложено уже в бюджете? В бюджете заложено много школ, да, для капитального ремонта, для строительства, но это просто уже отдельный разговор, это большая тема. Все это, эти вопросы очень важные, и они вот запланированы. Была информация, что 3 школы в Абхазии закрыли. Вот скажите, по какой причине? В том учебном году было 159 общеобразовательных школ, а в этом году 156. 2 школы в Ачимчирском районе, это Арадузская и Ачкуарская школа, и в Гулирском районе Парнаутская школа. Это одна абхазская, одна армянская, одна русская школа. Там уже не было почти детей. По 5-7 детей обучались в этой школе. И, естественно, школа закрылась по этой причине. Они будут ходить в ближайшие школы, будут организованы автобусы школьные, будут привоз, увоз детей организован. Как обстоят дела, допустим, в таком вот нашем регионе, как Кварчальский район? Каково состояние школ там? Получают ли учителя зарплаты нынче? И насколько они загружены? Ну, понимаете, зарплату учителя получают. Зарплата была увеличена, но 10-15 тысяч это невысокая такая зарплата, но я хочу сказать, что мы благодарны за это. В Кварчале у нас всегда были хорошие, дисциплинированные школы, всегда они давали хорошие знания. Вот, и они работают в таком режиме, вот можно сказать, вот как в советское время. И показатели также неплохие в этих школах. Скажите, как вы вообще по республике оцениваете уровень образования выпускников? У нас вот где-то 1000 с лишним было выпускников вот в этом году, да. И вот качество образования вот на 15-16 учебный год 30% составляло качество образования. Вот, это те, которые на 4-5 вот закончили. Вот, 11 учащихся у нас закончили на медаль, на золотую и серебряную медали, и 36 выпускников закончили на отлично. Многие поступили в российские вузы, в престижные вузы, и также поступили наши выпускники в Абхазский государственный университет. И мы надеемся, что они будут хорошими студентами, потому что это были наши хорошие учащиеся. Они ничем не отстают от российских выпускников. Каждый родитель у нас сталкивается с такой проблемой, как проблема репетиторства. Особенно вот в тех школах, где перегружены учителя, которые, о чем вы и рассказывали, да. Скажите, вот эту проблему, вот как решить... одно, я понимаю, с другим связано. Как сделать так, чтобы детям было достаточно в основном, хотя бы до выпускных классов, да, чтобы было достаточно только вот общешкольного образования?
Ну, сегодня, чтобы поступить в высшее учебное заведение, конечно, каждый родитель это старается, и он готовит уже своих детей, и занимается не репетиторством. Но, понимаете, я хочу сказать, что те репетиторы, которые принимают наших учеников, это наши лучшие ученики, ведь эти основные знания, эту базу дала основная школа. Это наши лучшие учащиеся. Вот они занимаются, дополняют эти знания у репетитора. Вот что происходит. Я не считаю, что наши школы плохо работают, и учителя дают такие какие-то слабые знания. Ведь эти знания они получили в школе, и дал им наш учитель. И это надо ценить. Конечно, чтобы поступить в высшее учебное заведение, надо и дальше учиться, получать эти знания, получать дополнительные знания. Это никому не помешает. Что еще нового планирует Минобразование в этом году в отношении наших школ? В этом году мы будем проводить курсы повышения квалификации учителей. Курсы повышения будут проводить Северокавказский федеральный университет. Это мероприятие будет проводиться в рамках договора о сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Все учителя будут проходить курсы повышения. Все по республике, включая и руководителей школ. Первый этап мы начинаем сейчас в октябре месяце. Также мы готовимся проводить международный образовательный форум. В рамках этого форума будут проводиться конференции, круглые столы, встречи, и будут приглашены учителя, методисты из Москвы, Северокавказских республик, Приднестровья и так далее. И активное участие будут принимать также наши учителя, руководители. Такой обмен опытом даст положительный результат в учебно-воспитательном процессе. Мы, правда, волнуемся, но я думаю, что это у нас получится. Также мы создаем единую электронную базу системы Министерства образования. Вся наша база будет в электронном виде. Это будет удобно для управления, для координации работы между отделами образования наших школ. Это готовится уже такая система. Впервые мы будем вводить гранты для учителей сельских школ, чтобы стимулировать их работу. У нас определены уже критерии за лучшие показатели в учебном, воспитательном процессе. Будут отмечаться учителя. И я думаю, что это будет стимулировать работу учителя. А на какую сумму? Суммы, может, такие небольшие только звучат, но все-таки это приятно, когда тебя отметили, когда ты за твой труд тебя оценило государство. И мы думаем, что это будет приятно и для учителей, и для наших учеников. Мы должны видеть своих лучших учителей. У нас есть они работают, они любят свою профессию. За счет таких учителей, которые любят детей, свою профессию, у них и будут результаты. Спасибо. Сейчас поговорим об учебниках. Наболевшая тема для многих родителей. Я хотела бы узнать, что именно издается здесь, в Абхазии. Какое-нибудь участие в закупке российских учебников принимает Министерство образования или нет? Это очень актуальный вопрос. Сегодня отправить ученика в школу, купить ему все учебники – это дорогое удовольствие. Не секрет, что учебники дорогие, которые издаются в Российской Федерации, цена их каждый год растет. Российские учебники родители вынуждены покупать сам, обеспечивать своих детей. Мы не в состоянии сегодня купить учебники, помочь чем-то в этом направлении нашим родителям. Но учебники, которые издаются в Абхазии, они бесплатные. И наши дети получают их бесплатно. Они все регистрируются у нас в школьных библиотеках и из класса в класс передаются. Вот такая система у нас. К сожалению, мы не можем сегодня закупить эти российские учебники и
дать нашим учащимся. Жаль. Ну, хотя бы какое-то долевое участие, если государство, но я согласна, не да, рассматривалось могла этот бы, вариант? да, это было бы, конечно, хорошо. Нет. Другое дело, вот должны существовать какие-то вот моменты для многодетных семей, для малообеспеченных семей. Но такие вопросы вообще решаются на местах, вот их стараются их обеспечивать. Но то это, есть конечно, в школах, да, ну это, конечно, не очень сложно. Какова была картина, каковы были тенденции в прошлом по поводу количества учеников, которые пошли в абхазские и в русские школы? И вот какая картина прослеживается в этом году? За последние вот 2-3 года прослеживается, что больше детей стало поступать в абхазские школы. Это мы уже замечаем, и потому плотность класса в абхазских школах, она вот увеличивается. И необходимо вот в городе даже построить одну абхазскую школу, чтобы разгрузить 10-ю школу, 4-ю школу. Такая тенденция у нас прослеживается. Всегда мне интересовало, в нашей прошлой школе, в советской, было много внешкольного обучения, или как это в школе, но работали различные кружки, различные кружки по интересам, по какому-то предмету. Да. Есть ли такое сейчас где-либо? На сегодня у нас в школах организованы предметные кружки, да, это есть у нас, но насколько они работают в школах глубоко и содержательно, это не везде одинаково в школах, конечно, это прослеживается. А так во всех районах, в городе Сухум, я знаю, что почти по всем предметам кружки работают. Мы проводим школьные предметные олимпиады. Олимпиады и показывают, насколько, на каком уровне работают наши предметные кружки. Олимпиады – это хороший показатель. В этом году в Олимпиаде у нас участвовало более 600 учащихся. Это в 9-11 классах мы проводим, и в 4 классах. И 29 участников этой Олимпиады стали победителями. И где-то 39 призеров в старших классах. Это наши лучшие учащиеся. И они стали студентами Абхазского университета. Многие из них поступили в российские вузы. Лучшей профессии педагога на сегодня нет. Это не то, что я педагог. Это не то, что я призываю к этому. Это на самом деле так. Потому что именно педагог может, вы понимаете, объять необъятное сегодня. Педагог не только служит обществу, он и создает его на сегодня. И именно от работы педагога зависит сегодня наша национальная перспектива. Скажите, что вы требовали бы сегодня от родителей и от учеников? Какие качества, над чем нужно им сегодня работать? Самое главное, семья, потом школа. От семьи очень много зависит. Насколько они внимательны к своим детям. Такой результат сегодня получают они. И тут же и плюс это работа учителя. И вместе семья плюс школа, и у нас получаются уже хорошие результаты. Насколько ответственны нынешний ученик? Когда говорят, что ученики наши плохие, неответственные сегодня, но просто наши дети уже другие чуть-чуть, вы понимаете, у них другой объем информации. Они уже готовые почти приходят. Первоклассник сегодня, у него большой объем знаний в своем мире. Вы понимаете? А мы в свое время приходили, мы видели только учебник, и радовались этому первому учебнику. А сегодня он владеет уже компьютерной технологией, он хочет видеть в школе то, что ему сегодня он не сумел освоить это у себя в этом компьютере. И это очень сложно сегодня преподавать у нас в школе. Как должен сегодня работать над собой учитель, чтобы урок был интересным? Ведь это нелегко. И я думаю, что в школе должны работать только профессионалы, и чтобы был урок интересным, и те, которые любят детей. Спасибо.
Я еще раз поздравляю вас с началом нового учебного года и удачи вам, успехов в работе. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня была заместитель министра образования Абхазии Медея Чингелия. А теперь к другим новостям. 2 сентября в Сухуми прошли мероприятия, посвященные 90-летию Тамары Платоновны Шакрыл. В их числе юбилейная конференция, а также памятное мероприятие на могиле Тамары Шакрыл в ее родном селе Лыхны. А вечером того же дня в Абхазском институте гуманитарных исследований состоялся вечер памяти Тамары Шакрыл. Сария Смыр продолжит тему. Ученый, правозащитник, общественный деятель. Тамара Шакрыл поистине была многогранной личностью. Научная деятельность и судьба Тамары Платоновны всегда были тесно переплетены с судьбой родной страны и народа, чаяния и тревоги которого не могли не волновать ее. Борьба за права и свободу абхазов стала делом всей ее жизни. Именно так они отзывались те, кто сюда пришел. Выступающие говорили о том, каким отважным человеком была Тамара Платоновна. Одно из свидетельств тому – письмо Сталину. Надо прямо сказать, что люди, действительно составляющие совесть народа, объявляются порочными. Такое положение не сулит много добра нашему общему делу. Все это надо вытравить. Надо дать перевес правде, и чем быстрее, тем лучше. Тамара Платоновна Шакрыл была примером для подражания многим. Ее необычайная доброта и простота надолго запоминались людям, которые общались с ней хотя бы раз. Впервые я с ней встретилась в 1959 году. Из письма генеральному секретарю. Я закончила аспирантуру, и моя трудовая деятельность, собственно говоря, началась под ее руководством. Ей поверили, у нее оказалось последователей очень много. Потом добавились ребята, молодые ребята, которые поддержали ее и по-своему продолжили. Еще одной особенностью Тамары Шакрыл была способность заражать людей любовью к абхазскому языку, побуждать интерес к его изучению. У нее была интуиция, чутье к языку, особое чутье. Если другой исследователь, скажем, не заметит этих тонкостей, особенно семантических тонкостей, она это прекрасно чувствовала, понимала. На памятном вечере о Тамаре Шакрыл говорили как о талантливом педагоге. Ее лекции всегда были интересны студентам. У нее был особый подход к молодежи. Тамару Шакрыл любили, с ней хотели дружить, ей посвящали стихи. Сегодня Тамары Шакрыл особенно не хватает ее семье. Она была также особенной дома, никогда не повышала голоса, учила нас вести себя достойно, говорят близкие ей люди. Это был интеллигентный человек, не только где-то. Ее интеллигентность каждую секунду, где бы он находился, о чем бы он ни говорил, проявлялась. Она могла говорить с нами, с детьми в деревне, или даже она могла что-то делать там по сельскому хозяйству, по огороду. Но то, как она себя держала, то, о чем она говорила, таким вот очень взвешенным, тихим голосом, и то, как она от нас это требовала, вот, говорила о том, что это вот очень культурный человек в самом-самом вот, исконном смысле этого слова. Она была очень разносторонним человеком. Она прекрасно разбиралась в искусстве. Множество теплых слов было сказано в этот вечер о Тамаре Шакрыл. Друзья, соратники и коллеги запомнили ее как талантливого ученого, удивительного человека, патриота. Все выступающие в этот памятный вечер отмечали, что вклад Тамары Шакрыл в национально-освободительное движение абхазского народа невозможно переоценить. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.